Большинство уйгуров, проживающих в Турции, не может связаться со своими семьями, которые не смогли выбраться из уйгурского региона, где непрерывно продолжается систематическое давление и ассимиляция коренного населения. Уйгуры, чьих отцов и матерей китайские власти направили в тюрьмы и трудовые лагеря, отдаляя от родного языка, религии и культуры, еще раз призвали Китай прекратить беззаконие. Оказав поддержку уйгурской молодежи, представители уйгурского движения США опубликовали следующие заявления. В результате репрессивной политики китайского правительства было разрушено миллионы уйгурских семей и сотни тысяч детей лишились своих отцов. Напоминаем, что наша боль не пройдет даром. Мы призываем проявить отвагу и ничего не бояться. Используйте мудрость и истину, чтобы поделиться своими переживаниями. Действуйте с верой и не бойтесь тех, кто творит зло. Истина непременно освободит нас и продолжит судить угнетателей. Мы сильны, потому что знаем правду. После того, как президент США Дональд Трамп подписал уйгурский законопроект, государственные информационные агентства Китая начали пропаганду по дискредитации и клевете на правительство США и его народ. Данный закон занял первую позицию в эфире центрального телевидения Китая и средств массовой информации уйгурского региона. Китай вынудил всех, включая студентов и религиозных деятелей, встать на защиту Китая и опровергнуть информацию о репрессиях. Отныне обязанностью каждого жителя уйгурского региона станет оскорбление правительства, политиков и народа Соединенных Штатов Америки. Несмотря на то, что официальные власти Китая считают данный закон принятым на бумаге, их реакция и пропаганда против США еще раз доказала важность этого законопроекта. Вместе с этим вызывают сомнения слова уйгуров, опубликованные китайскими СМИ о текущей ситуации в уйгурском регионе. Один из индийских министров заявил, что во время конфликта, произошедшего на индокитайской границе, погибло по меньшей мере 40 китайских солдат. В драке между пограничниками Индии и Китая, которая произошла в долине Гальван на прошлой неделе, было убито 20 и ранено 76 индийских солдат. Бывший министр транспорта и коммуникаций Индии сделал следующее заявление. Если наши потери составили 20 солдат, то на их стороне должно быть как минимум вдвое больше. Сингх подчеркнул, что Китай не вел подсчет военных потерь на протяжении всей истории, включая конфликт 1962 года. Подконтрольная китайскому правительству Global Times писала, что китайская сторона тоже понесла потери, но не указала количество погибших и раненых. Согласно заявлению Министерства обороны Японии, к территориальным водам страны подошла подводная лодка, которая предположительно принадлежит военно-морскому флоту Китая. 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад в сторону острова Амамеосима. 20 июня она была вновь обнаружена за пределами этой зоны у острова Экаате, говорится в сообщении ведомства. Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году при условии принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. На референдуме общественности будет представлен на утверждение ряд конституционных мер, в том числе и поправка, которая позволит Путину занимать пост президента еще на 2 срока по 6 лет. Кремль и его сторонники утверждают, что реформа необходима для укрепления полномочий парламента. Что касается оппозиции, то она описывает цель Кремля как конституционный переворот, который был спланирован, чтобы удержать Путина у власти к 2036 году. Мандат Путина истекает в 2024 году. Выступая на государственном телевидении, Путин отметил, что не упустит возможности повторного баллотирования на пост президента.